Совсем недавно нам стало известно, что наш великий лидер, могучий правитель, первый президент, лидер нации, Ельбасы, заразился коронавирусом. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться вместе с Казак Хайпом. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал первым лидером постсоветских республик, который заразился коронавирусом. Политику 79 лет, однако врачи утверждают, что пока болезнь он переносит без проблем. Назарбаев ушел на самоизоляцию, но продолжает работать дистанционно. Зато его болезнь дала старт новому витку борьбы с коронавирусом. На выходные в стране закрывают 6 городов, включая столицу. Однако давайте вспомним, что на протяжении почти 4 месяцев врачи и чиновники толдычили всему населению, что новая коронавирусная инфекция смертельно опасна, тем более для старшего поколения. Так что же по итогу мы имеем? Выживет ли Ельбасы и жив ли он вообще? У Казак Хайпа, как всегда, есть ответ. А пока, не забывайте подписываться и ставить лайки. Журналистам информагентства Казак Хайп удалось связаться с известным двойником Нурсултана Назарбаева, господином Сарсенбаем Дадановым. 61-летний Сарсенбай Даданов из Костаная снимался в киноленте «Путь лидера». Мужчина является победителем конкурса двойников главы государства. Его слава началась в 90-е годы, когда газета «Караван» объявила о том, что ищет людей, похожих на Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Казак Хайп. Но спустя долгие годы молчания, он все-таки решился поведать нам сенсационную правду. Даданов впервые признал, что правительство Казахстана платило ему миллиарды тенге, дабы тот участвовал в спецпроектах АК-Орды, заменяя тем самым Нурсултана Назарбаева. Действительно, двойниками пользовались многие правители большинства стран. Но страшная тайна нам открылась позднее. На самом деле, у Нурсултана Назарбаева существует специальный государственный тайный проект, занимающийся клонированием и увеличением продолжительности жизни человека. Зачем все это нашему Ельбасы? Действительно, администрация президента давно занимается вопросами клонирования, двойников и продления жизни. Я могу с уверенностью заявить, что в данный момент Ельбасы, истинного Ельбасы, уже нет. На его месте сейчас клон или идеальный двойник. Означает ли это, что все время нас обманывали? Неужели власть рассчитывает править нами вечно? Остается еще слишком много вопросов, на которые всегда найдутся ответы. Мы считаем, что Назарбаев специально инициировал свое заражение коронавирусом, дабы провернуть свою махинацию и многоходовочку с двойниками и подельниками. На фоне тревожных слухов о заговоре Дариги Назарбаевой с местными чиновниками в борьбе за власть, позиции нынешнего президента, господина Токаева, заметно пошатнулись. Если Токаев желает освободиться от оков Ельбасы, то ему следует покончить со всеми клонами и двойниками Назарбаева, а затем и уничтожить своего главного конкурента, Даригу Назарбаеву. Что ж, похоже, Казак Хайп приоткрыл еще одну занавесу тайн в темных чертогах АК-Орды. Мы и дальше продолжим радовать вас, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и оставляйте свое мнение в комментариях.